Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Ильчебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Борьба вслепую, как десятки незрячих заводчан пытались отстоять право на работу. Я полностью слепая, и если закроют завод, то мне больше некуда идти, я буду сидеть дома. Но работников завода наконец увидели и услышали. А Московская комиссия ВОС попыталась найти не только оправдание, но и крайнего. Кто-то вас проплатил, ребята? Нас никто не проплачивал. Нет, проплатили. Скотину готовят к уничтожению, а район болезни оцеплен. Вспышка опасного заболевания коров привела к введению режима ЧС на территории Баймакского района. Текли слюны, и они ничего не ели, стояли просто. Как инфекция могла попасть в республику, чем она страшна и как поддержит пострадавших сельчан, узнал Эмиль Басареев. Сейчас рабочие завершают подготовку большой ямы для сжигания туш животных. Знала, что меня ждут большие трудности, но не побоялась. Материнский подвиг мамы, воспитавшей не один десяток детей, родители, вырастившие героев и так рано их потерявшие. Своих сослуживцев защищал, получил 13 пуль от бандитов. Награды для родителей, проявившие доблесть в мирное время. Я хотела бы, конечно, еще детей взять. На днях, может быть, даже и поедем. В России уменьшат выбросы парниковых газов, корпоративные сим-карты могут заблокировать, а к социальным сайтам откроют бесплатный интернет-доступ. Мы собрали главные нововведения декабря. В конце недели был введен режим ЧС в Баймакском районе. Поводом послужила вспышка заразного узелкового дерматита у коров. Очагом вируса стало село Первое Туркменево. На въездах в деревню установлены ветеринарные блокпосты. Специалисты изымают больных особей. Власти уверяют, хозяевам выплатят компенсацию. Чем опасна болезнь, узнал Эмиль Басареев. Вечером я каждый день проблемку даем. У Динара Янтурина 1,5 десятка коров и телят. И за рационом своих питомцев хозяин следит тщательно. Вот только аппетит животных в последнее время подводит. 2 коровы сейчас болеют и изолированы от других. Текли слюны, и они ничего не ели, стояли просто. Они так 3 дня простояли, и начали уже нормально есть. Конечно, тяжело будет. 12 голов сейчас, если увезут, закопают там, сожгут эти 12 голов, я без ничего останусь. Потому что в деревне люди только и живут с этими. Без коров никуда. Но они говорят, вроде сказали, что компенсация будет. В селе Первое Туркменево на почти 2 десятках подворьях у коров подозрение на заразный узелковый дерматит. Несколько животных у Радия Бикеева почти обессилели. Мужчина говорит, что приходилось действовать нестандартно, чтобы не допустить истощения буренок. Поили жидким кашей. С кормами поначалу было трудно, да? Осенью могли у себя накосить. Сейчас в данный момент никто их не доит. Уже в это время как раз они сейчас теляться будут уже, да, у них запуск сейчас отдыхают. Болезнь, по словам ветеринаров, для человека не несет угрозы, но опасна для КРС, несмотря на относительно невысокий процент летальности. Резко теряется продуктивность коров и быков, высок риск развития бесплодия. Зона вокруг села теперь карантинная. На въездах в деревню установлены 2 блокпоста. Чтобы заехать или выехать из населенного пункта, необходимо миновать вот такой шлагбаум. Кроме того, транспортное средство должно проехать по полосе опилок, смоченных специальным дезинфицирующим раствором. Сейчас животные, которые заболели, потеряют свою продуктивность. Во-вторых, они после того, как заболели, они являются носителями. Они, то есть в любом случае, у них это останется, этот вирус. Надолго, что ли? Ну, на всю жизнь. То есть оно очень быстро распространяется. Мы сами не ожидали такого. Заболевания меняют свою уже форму. На сегодняшний день оно видоизменено как-то. Те животные, которые больны, умерщвляться бескровным методом и сжигаться. Рабочие уже приготовили яму для сжигания туш. Место, говорят ветеринары, выбрали согласно требованиям безопасности и рядом со скотомогильником. Тем, у кого изымут животных, окажут поддержку. В таких случаях предусмотрена компенсация по рыночным ценам. Есть веса, специальные электронные веса, которые точно показывают килограмма вот этого
животного. В соответствии сразу документы все там на месте же составляться. Ветеринары уже начали изымать коров. На данный момент этой процедуре подлежат более 50 голов КРС. В селе сейчас введены ограничения на перемещение и запрещен вывоз животноводческой продукции. Специалисты не исключают, что заболевание может быть и у мелкого рогатого скота. Будет отбираться кровь на исследовании. Соответственно, и при выявлении как носители они могут также подлежать изъятию. Первопричиной у нас установлены именно крылатые насекомые, которые могли перенести и в соответствии заразить животных. При снижении иммунитета, особенно в период осенне-зимний, соответственно, данная болезнь могла вылезти вот в такой форме. Еще одна версия распространения болезни – завозные корма. Из-за засухи их пришлось закупать на стороне. В зоне угрозы еще порядка 10 населенных пунктов. И педрасследование позволит выяснить, откуда и как пришла болезнь. Но самое главное, по словам экспертов, сейчас остановить распространение вируса. Здоровых животных в зоне ждет вакцинация. Карантин будет действовать на протяжении 30 дней. Эмиль Басарев, Булат Закирьянов, Равиль Рахимзянов и Виктор Демидов. Итоги недели. Баймакский район. А теперь к вирусу, угрожающему уже людям. По официальным данным Роспотребнадзора, в России пока нет нового штамма коронавируса под названием омикрон. Ранее о высокой вероятности его завоза из Египта туристами заявил сенатор Владимир Круглый. Медики тем временем настаивают, прививка пока остается одним из самых надежных способов защиты от ковида. Так, в Башкортостане, по данным регионального Минздрава, только за минувшие сутки прошли вакцинацию более 13,5 тысяч жителей республики. Заболели 669 человек. В стационарах находится 468 пациентов, из них 74 в тяжелом состоянии, 11 на ИВЛ. Зарегистрировано 25 случаев смерти. За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она отправила обращение в Генпрокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомню, мы уже рассказывали о проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятия, на котором они трудятся, грозились продать. В руководстве заявляли, что это никак не повлияет на инвалидов по зрению. Им найдут новые рабочие места. Даже дают гарантии, правда, на словах. Репортаж Тимура Давлетова. Почему в дела уфимских инвалидов по зрению лезут московские чиновники? И зачем люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что их пытаются ограничить с работы? Неужели все эти вопросы нельзя было решить мирным путем, без вмешательства прокуратуры и средств массовой информации? Сегодня у людей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый выходной. Все они ждут московскую комиссию, которая обещала заявиться с самого утра. Но, как и подобает начальству, задержала всего-то на пару часов. Инвалиды в подвешенном состоянии уже начали волноваться, ведь с часу на час должна была решиться их судьба. Я полностью слепая, и если закроют завод, то мне больше некуда идти, я буду сидеть дома. Это мой единственный заработок. Обидно вообще, что такая ситуация происходит? Да, обидно, потому что это единственный заработок, больше некуда идти. Итак, многочисленная комиссия прибыла. Делегаты с порога устроили показательный, в кавычках, разнос местному руководству общества слепых. Юрий Николаевич, подождите. Значит, вы руководитель наблюдательного совета. Вы сколько раз были здесь на участке? Я был здесь... За этот год? Сколько раз беседовали с людьми? Людей я здесь не нашел. Ну а дальше как по накатанной пожелания, обещания, что никто не останется без работы. Да и вообще делегаты были в недоумении, откуда появились слухи о продаже предприятия. Если это здание продается, одновременно должен быть договор купли-продажи и оформление нового здания, в котором будут предоставлены вам рабочие места. Понятно, да? Ни о каком сокращении, увольнении никаких вопросов не идет. А ведь не так давно местное руководство нашим журналистам заявило, что предприятие уйдет с молотка, так же, как и в Стерлитамаке. И что будет дальше с людьми, пока неизвестно. Пойду на пенсию, буду сидеть, у меня возраст пенсионный, поэтому за себя я вот так могла сказать. А другие? У других, конечно, вопрос серьезный. Никуда, им идти абсолютно некуда. Только дома сидеть. Благодаря усилиям неравнодушного адвоката Булата Сафина и публикации в социальных сетях проблем инвалидов в дело вмешалась прокуратура. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку. Никаких документов об аварийности состояния этих зданий не было представлено направление. Мы их не видим и по сей день. Мы не можем принимать и не должны были принимать такое решение. Самое печальное, что республиканским руководством выделялись и выделяются денежные средства для развития, в той или иной мере, для развития предприятий системы ВОС. И очень странно, что теперь мы продаем это.
будет уволено вот это количество инвалидов. Да, кажется немного, но это последнее предприятие в городе Уфа, которое создано для инвалидов. Но москвичи продолжали бить в грудь, мол, своих не бросаем и на улице никто не останется, даже дали гарантию, правда, на словах. А потом добавили, зачем все это событие нужно было вообще освещать. Вы, понимаю, кто-то вас проплатил, ребята? Нас никто не проплачивал. Нет, проплатили. После серии публикаций телеканала БСТ Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии инициировало встречу с руководством завода. Ленара Иванова встретилась с представителями предприятий и пообещала, что все рабочие места для незрячих будут сохранены. Была достигнута договоренность, и мы увидели твердое намерение сохранить все рабочие места для инвалидов. И далее мы наметили обсудить уже на площадке Министерства промышленности и инновационной политики вопросы уже производственные, вопросы обеспечения заказами и дальнейшей работы и деятельности всех предприятий общества слепых в Республике Башкортостан. А уже после Всероссийское общество слепых провело расширенное собрание, на котором стало известно, что завод продавать не будут. Более того, предприятие получит субсидии в размере 20 миллионов рублей на техническое перевооружение производства. Таким образом, завод получит не только новое оборудование и госзаказы, но и обеспечит незрячих новыми рабочими местами. Тимур Давлетов, Эльвира Ахметова. Итоги недели. Проект бюджета Башкортостана на предстоящую трехлетку приняли на этой неделе депутаты Государственного собрания республики. Дефицит на следующий год оценили в 6,5% или в 15 миллиардов рублей. Доходы составят 228,3 миллиардов рублей, расходы 243,3 миллиарда рублей. На 2023-2024 годы взгляд более оптимистичный. Дефицита не ожидается, доходы, соответственно, по 226,5 миллиардов рублей и расходы 238,1 миллиардов рублей. Министерство финансов региона проделало большую работу, чтобы многостраничный документ приняли к рассмотрению. Экономика Башкортостана вышла на доковидные показатели, 70% расходов пойдут на социальную сферу. За основу формирования бюджетных проектировок принят базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на следующую трехлетку. Кроме того, при прогнозировании налоговых и неналоговых доходов на следующую трехлетку бюджета Республики Башкортостан мы принимали оценку исполнения текущего бюджета текущего года по итогам прошедших месяцев. Следующий месяц принесет ряд нововведений. Сейчас коротко о том, как изменится жизнь в декабре. С 1 декабря в России вступает в силу закон, требующий внесения данных о пользователе сим-карты в государственную базу данных. Для россиян, использующих корпоративные сим-карты, это может грозить отключением. Причина возможной массовой блокировки – неготовность компаний малого и среднего бизнеса к внесению сведений. С первого дня зимы операторы связи обязаны будут предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В перечень вошел 371 сайт. Среди них портал госуслуги, сайты госорганов, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, социальные сети, интернет-магазины, сервисы поиска и новостные агрегаторы. Во внесудебном порядке быстро заблокировать сайты финансовых мошенников позволит закон, вступающий в силу с 1 декабря. Это, в частности, ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты банков и других финансовых организаций, предлагающие услуги финансовых пирамид или незаконный доступ к информационным системам и базам данных банков. Решение о блокировке будет принимать генпрокурор или его заместитель на основании обращения главы Центробанка или его зама. В декабре депутаты Госдумы России планируют приступить к обсуждению правительственных законопроектов об обязательном введении на территории страны QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Документы были внесены в парламент 15 ноября. После этого Совет Госдумы решил направить законопроекты о введении QR-кодов для обсуждения в регионы. Дискуссия продлится до 14 декабря. Кредиторам запретят проставлять галочки в договорах кредитования. Их должен вписать сам заемщик. Также с 1 декабря банки не смогут включать в кредитный договор положения, по которым заемщик должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Заемщик сможет в течение 14 дней отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые навязаны при заключении договора. С 1 декабря в 7 российских регионах стартует пилотный проект оплаты труда врачей. Цель реформы – обеспечение достойной оплаты медиков и младшего медперсонала при нормальной нагрузке. Зарплата медицинских работников будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Также предусмотрен защитный механизм, чтобы новый заработок не мог оказаться меньше, чем нынешний.
Первыми новую систему опробуют на себе медики Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областей, Якутии и Севастополя. Золотой скальпель для хирурга – это одна из самых престижных наград для оперирующих врачей. Профессиональный знак качества. Так, например, заведующий первым хирургическим отделением Республиканской клинической больницы в этом году провел сложнейшую реконструктивную операцию. Пациенты доставляли в столицу республики санавиацией. Подробности далее. Пациенты к нам поступают уже с осложнениями желчнокаменной болезни. От холелитяза в России ежегодно страдают примерно 6 человек из 1000, но не все они должны ложиться на операционный стол. Под нож хирурга попадают те, кто запустил заболевание. Чувство тяжести в правом боку, постоянная изжога, тошнота и горечь во рту. Эти симптомы пациенты часто связывают, например, с неправильной диетой, не подозревая о более серьезной причине. Есть операции, которые идут повседневно на потоке, но мы к каждой из этих операций относимся как индивидуально, потому что и люди разные, и анатомия разная, варианты анатомии встречаются, поэтому каждая операция индивидуальна. А есть уже, которые целенаправленно мы идем как на эксклюзивную операцию, то есть знаем, что здесь уже изначально есть проблемы. Так называемые проблемы Ильдар Салимгареев решает уже 20 лет. Именно столько он работает в хирургии. Вообще же в медицине, можно сказать, с самого детства. У меня мама врач, и с детства находился в больнице, видел эту работу. И вопрос выбора сильно не стоял, потому что изначально с детства эта работа понравилось, то есть оказание помощи. Бабушка тоже работала в больнице, в Мишкинской ЦРБ, мама в Благовещенской ЦРБ. В начале осени в отделении гастрохирургии РКБ имени Куватова прошла тяжелая операция. Такой она стала из-за сильных осложнений у пациента. Больного доставили из района в Уфу санавиацией. Особенность была в том, что уровень воспаления протоков был очень высокий, в связи с чем были задействованы мелкие протоки печени, и пришлось восстанавливать желчеотток из печени из мелких протоков в кишку. Хирургу с золотыми руками вручили скальпель, тоже золотой. Сам, однако, Ильдар Салимгареев смущается и, похоже, по кусочкам готов раздать награду всему отделению, которым заведуют. Мол, один в операционной не воин. Решения были приняты, конечно же, мной, но в хирургии нет труда, который оценивается словом «мной». То есть решения приняты были хирургической бригадой. А в хирургическую бригаду входят не только хирурги, входят анестезиологи, входят операционные сестры. В операционной в реальных условиях никто не использует золотые скальпели. Но ценно именно то, что происходит здесь. В отделении гастрохирургии Республиканской клинической больницы имени Куватова ежедневно спасают до 8 человек. И это не считая экстренных. Дополнительно минимум еще 5 таких в день. Это количество увеличивалось примерно в 2 раза на время, когда другие больницы функционировали в режиме красной зоны. Медики продолжают спасать пациентов днем и ночью. Жизни других людей и есть их жизнь. Лилия Курбанова, Булат Садриев. Итоги недели. Сегодня один из самых добрых и нежных праздников – День матери. Если кто забыл поздравить, позвонить, время еще есть. А вот семьи, для которых родительство стало подвигом, поблагодарили на неделе. В Уфе чествовали выдающихся отцов и матерей. Медаль «Родительская доблесть» вручили 10 семействам. Награду получили многодетные родители, воспитывающие кровных и приемных детей, мамы и папы, выдающихся спортсменов, артистов и героев, погибших на полях сражений. Подробности далее. Девчонки! Идемте спускайтесь. Это Ниночка, это Златочка, это еще одна у меня Ника, это тетя Карина. А следом еще Алена, Полина и Леонора – это даже не половина ее детей, которых в семье 25. Пока в гостиную спустятся все, пройдет не 1 минута, а чтобы уместить их в кадре, нужно постараться. В прошлом году семья стала больше сразу на 4 человека. Ирина и Вахид стали мамой и папой для братишек из Бирского детского дома. Уж очень не хотелось их разлучать, говорят многодетные родители.
знала, что меня ждут большие трудности, но не побоялась. Я как-то себе задала цель, что я справлюсь. Но главное, что Вахид, он был не против. Изначально я даже наблюдала, как вот они к нему пристают, прикрутить что-то. Он с техникой связан постоянно, с транспортом. Они около него крутятся, вьются. Намного легче стало. Где что я потеряю или забуду, они сразу прибегают, приносят мне. Но много лет назад этому семейному счастью предшествовала трагедия. Во время тяжелых родов Ирина потеряла ребенка. Депрессия, пустота, которую в итоге помог заполнить сын, но не кровный. И вот взяв на руки вот новорожденного ребенка, вот я почувствовала, как он мне дорог, как я его люблю, что он ничем не отличается, что я ни о чем не думаю, что это не мой ребенок. Все было так, как будто это мой ребенок. И вот он первый, который проявил во мне материнство, вот это именно приемной матери. Вот у нас Воронкова Виктория. Она была в другой семье. Это двойняшки, они узбечки, вот они с Узбекистана, вот они, девочки, двойняшки они. Отца увезли, но отправили его, а мать здесь ушла куда-то. Паша. Самый послушный мальчик. Самый послушный мальчик у нас, да. Он цыган. Здесь история каждого ребенка тянет на отдельный фильм. Грустный, драматичный, но со счастливым концом, в котором они обретают дом и семью. Минизахида и Владимир Шичины стали мамой и папой для 36 детей. Их генеалогическое древо с каждым годом становится все пышнее. Во взрослую жизнь отправились 20 детей. Еще 16 ребят живут с ними. А самым первым родным, но не кровным сыном стал соседский мальчик. Просто он пришел к нам, говорит, ну можно я маленько помогу? Помог, переночевал. Можно, где у вас останусь? Как раз у меня с одноклассником был сын. Они одноклассники были. Вот они в 2004 году завершили и уехали отсюда. Ну, родители такие были, но они приходили. Нет, я просто без документов. Просто как в деревне он приходил, ночевал, так и жил у меня. Я его кормила, одевала, все, все было. А потом, когда подросли трое родных и дома стало пусто, супруги отправились в детский дом. Вскоре семья уже перестала помещаться в легковушку. Минизахида Шичина сама водит микроавтобус. Так и отправились на награждение в Уфу. Их семья вместе с Валиевыми Вервельскими – это уже половина зала. Родительскую доблесть, так называется и награда, проявили не только многодетные семьи, но и супруги Хамадшина, воспитавшие спортсмена-паралимпийца, чемпиона мира Тимура Хамадшина и родители шорт-трекиста Семена Листратова. И, безусловно, эту награду заслужила едва сдерживающая слезы Нафиса Мулаянова. Ее сын Марат погиб 11 лет назад в Чечне. Своих сослуживцев защищал, получил 13 пуль от бандитов. Вертолет никак не мог туда сесть. Его доставили потом в госпиталь. От сослуживцев мы узнали, что без ног. 11 лет прошло, а горе не утихает. Дома уголок памяти, фотографии, краповый берет, газетные вырезки и орден мужества. Посмертно. Но теперь в семье 3 человека, заслужившие награды. Родительскую доблесть вручили маме и папе Марата. Пусть будет мир во всем мире, чтобы не пришлось матерям, родителям ощутить горе. Спасибо, что нас уважили, пригласили, приняли с почестями. Будем здоровы за наших детей-героев. Память о сыне вот уже 37 лет хранит и Фузия Шакирова. Ее ребенка забрала война в Афганистане. По состоянию здоровья приехать в Уфу на награждение она не смогла, как и некоторые другие мамы. Но тем не менее, такого большого коллективного фото в колонном зале, наверное, еще не делали. Новые медали многие вешали в дополнение к уже имеющимся отцовская доблесть и материнская слава. Впечатление очень хорошее. Спасибо большое, конечно, всем за такое награждение. Очень понравилось. Я хотела бы, конечно, еще детей взять. Там уже это видно будет, как дальше. Но документы почти готовы, можно сказать. Но пока под опеку берем, под временную опеку. Я вообще в восторге вообще от самой обстановки, от того, что поздравления в присутствии детей. Это вообще колоссально. Это большой пример нашим детям. То, чего мы достигли, хотим пожелать всем семьям, ну и в том числе нашим детям. Здесь в торжественной обстановке скромные и сдержанные дети мам поздравляют уже дома. Но чтобы сказать слова любви, поводы не нужны. Но этого было бы мало, чтобы воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, с тобой в неоплатном долгу. Мы себя любим! Ой, жить. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Артур Ханов. Новости. Уфа. А сейчас события, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Азата Садриева. Погибли в огне. В ночь на понедельник отец и его несовершеннолетний сын стали жертвами пожара в Стерлитамаке. Еще 2 детям удалось спастись.
14-летняя девочка выбралась на улицу самостоятельно, а 5-летнего малыша из пылающего дома вывел сосед, который первый пришел на помощь. Евгений Толынев смог забраться на второй этаж и через окно эвакуировал перепуганного ребенка. На неделе скончалась председатель Верховного суда Республики Башкортостан Земфира Латыпова. Причиной смерти стали тяжелые последствия от коронавируса. У женщины было почти 100% поражения легких. В судебной системе Латыпова начала работать с 1982 года, а в 1988 перешла на службу в высшую судебную инстанцию. В общей сложности рассмотрела более 200 дел, среди которых и особо тяжкие преступления. В феврале следующего года Земфире Латыповой должно было исполниться 67 лет. Мэр Уфы Сергей Греков уволил чиновника из-за неубранного снега. Своего кресла лишился директор службы по благоустройству Советского района Ильюс Зарипов. По словам сити-менеджера, ситуация недопустимая. На помощь Советскому району вышли работники и техника других муниципалитетов города. Но уволенный госслужащий может не расстраиваться. В Башкортостане возобновили популярную региональную акцию, которая направлена на то, чтобы популяризировать рабочие специальности. Чиновник меняет профессию. Отложив портфели и чемоданы, можно попробовать себя в роли пекаря, каменщика или фрезеровщика. Акция проходит в республике с 2013 года. Она приурочена к Международному дню защиты от безработицы. Участниками становятся как рядовые чиновники, так и министры. В Уфе на монументе Дружбы открыли новый подземный переход. Протяженность объекта 110 метров. Благодаря этому там же отключили один из светофоров, что, по мнению чиновников, должно разгрузить улицу от пробок в часы пик. В тоннеле размещены камеры видеонаблюдения и специальные светильники с датчиками движения, которые загораются ярче при приближении человека. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья переход оказался неудобным. Отсутствуют тактильные дорожки для незрячих, углы пандусов превышают нормы для инвалидов-колясочников. На спуске до самой набережной пандусы и вовсе не предусмотрены. Недочеты выявили активисты проекта «Единая страна. Доступная среда». На Советской площади в Уфе установили новогоднюю елку. Высота дерева 23 метра. Привезли живую ель из Благовещенского района. Еще в октябре она была отобрана специалистами Уфимского горзеленхоза для украшения одной из основных праздничных площадок города. В этом году решили отказаться от пиксельной конструкции и привезли живую ель, которая намного легче по весу. А вот елка, установленная на площади имени Ленина, стала самой высокой в России – 35 метров. И закончим наш обзор на волшебной ноте. В Хогвартс можно попасть прямиком из Башкортостана. В магический мир отправляется состав с железнодорожной станции в Стерлитамаке. Там не спрашивают, вы из семьи маглов или чистокровный маг. Волшебниками автоматически становятся все пассажиры. Каждый получает письмо из Хогвартса и палочку для заклинаний. Рейс в Хогвартс ходит по маршруту Стерлитамак-Белое озеро. Стандартные перевозки, по словам представителей железнодорожной пассажирской компании, от этого не пострадали. Ведущие «Спутник ФМ» получили золотые микрофоны. Речь о национальной премии «Радиомания-2021». В Уфу отправились сразу 2 статуэтки. В номинациях победили проекты «Чак-Чак Тревел» о путешествиях и акция «Дай-5», в которой раздавали подарки отличникам. А тех, кого обычно только слышно, расскажет Лилия Курбанова. Я хочу спросить, кто из вас был у нас в Башкирии? Поднимите руку, не стесняйтесь. Но я вижу, что в этом зале есть еще потенциал. Природа, эмоции, новые достопримечательности, а еще и престижная награда за передачу «Чак-Чак Тревел» о путешествиях по родному краю. «Спутник ФМ» получил золотой микрофон на национальной премии «Радиомания-2021». Еще одну статуэтку забрали в Уфу за акцию «Дай-5». В прямом эфире ведущие раздавали подарки самым успешным ученикам Башкортостана. Попадание в шорт-лист этой премии – это уже достижение, потому что это значит, что вы одни из 3 работ, которые признаны лучшими в стране. И в этом году от радиостанции «Спутник ФМ» в шорт-лист попало 3 работы, но 2 удостоились высшей награды. Уже сегодня обладатели высшей награды на работе продолжают вещать из динамиков радио всех жителей республики. Однако парадокс – это люди, которых в толпе не всегда узнают даже поклонники. Мы всегда за стеной, за эфиром. Это не телевидение вам, это радио. Здесь
Каждый представляет себе его ведущего. Голос, да, голос согласен, это пожалуйста, да. Но я не такой разговорчивый в жизни. Только радио тебя как-то раскрывает, да? Да. Только на радио ты начинаешь, как-то ты меняешься. Ты, понимаешь, другой человек включается. Вместе с новыми в коллекции «Спутника ФМ» уже 11 наград радиомании. Статуэтки красуются в рабочих кабинетах. Это заняло место в студии. Вот такие классные золотые микрофоны. Могу обменяться. У вас уже эти микрофоны стали золотыми? Ну, уже с отблеском, видите? То есть здесь мы целуем, здесь говорим, и уже блестит все. Профессионализм уфимских радиоведущих оценили на уровне страны, однако вопросы всегда остаются, но уже в аэропорту. Каждый раз, когда мы его везем из Москвы, в аэропорту заставляют таможенники проверять, доставать его из багажа и показывать, и говорить, что вот это все-таки не что-то там, оружие какое-то, а это действительно награда. Тяжелый он, наверное? Он достаточно тяжелый, 2 килограмма. Настоящее оружие у радиоведущих все же всегда с собой, но измеряется оно вовсе не в килограммах. Люди, которые выходят в эфир, сильны скорее словом. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Константин Носов. Итоги недели. Телезрительница из Салавата к юбилею нашего телеканала связала 20 шалей, которые вручила съемочной группе БСТ. 80-летняя пенсионерка Уркия Ямгурчина смотрит башкирское спутниковое телевидение, можно сказать, со дня его основания. Во время телемарафона женщина сама позвонила в редакцию новостей и пригласила к себе в гости. Преданную телезрительницу навестил Артур Шамсудинов. Съемочную группу телеканала Уркия Ямгурчина встречает как родных. БСТ женщина смотрит ежедневно на протяжении 20 лет. Знает все передачи и, конечно, ведущих с корреспондентами. Почти всегда именно за просмотром телеэфира женщина занимается своим давним увлечением. Вяжет шарфы и шали. Просто сидеть, вязать не могу. Я ложусь, вот так, кресло у меня большое, и давай. Пожалуйста, Хадар. Вязать она начала со 2 класса. Не просто как хобби, но и чтобы немного заработать в непростые послевоенные годы. Большую часть жизни женщина проработала методистом в школе, а затем и на станции юных натуралистов. При этом свое увлечение никогда не бросала. Эти платки из персюка. Я когда вот особенно холода пошли, я все время ими укутываюсь и сижу. Они очень теплые. Натуральные шерстяные шали с успехом разлетались по родственникам и знакомым, в том числе и в другие страны. А когда в 2013-м в результате наводнения затопило Приморский край, пенсионерка в качестве гуманитарной помощи отправила шали пострадавшим. Да и в семье это хобби нередко помогало преодолевать трудности. У меня дети взяли кредит. Не себе, а подруге взяла. И она не платила. И вот нам пришлось действительно вязать. Рекламировали 3 школы. И вот они все время приходили, покупали у меня. Не так давно женщина узнала и о 20-летии башкирского спутникового телевидения. И, конечно, не могла остаться в стороне, подготовив в качестве подарка 20 шерстяных шалей. Очень люблю канал БСТ. Сколько передач хороших. Бахатнама передача, пожалуйста. Новости постоянно же они идут. Смотрю все. На эту курамщину смотришь, как на английском языке, как будто бы англичанка ведет. Это же удивительно тоже. У каждой шали, можно сказать, своя история. В отдельную тетрадку женщина заносит дату начала и окончания создания конкретного платка. Каждая запись хранит в себе воспоминания о судьбоносных встречах и событиях. От этого и на душе становится теплее, говорит Уркия Ямгурчина. Артур Шамсудинов, Владимир Шевчук и Иван Шабрин. Итоги недели. Салават. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. А сразу после смотрите специальный репортаж Эмили Тимашева о киберпреступниках. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.